Здравствуйте. В эфире «Настоящее время». С вами Юлия Апел. Главное в программе сегодня. В Совете безопасности ООН обсудили обострение ситуации в Украине. Митинги в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко прошли во многих странах мира. Бывшая узница Освенцима вспоминает о бюрократические ошибки, сохранившие ей жизнь. Как всегда, мы начинаем с Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Все внимание журналистов сегодня было приковано к Страсбургу, к парламентской ассамблее Совета Европы. Это орган, состоящий из парламентариев стран-членов старейшей в Европе международной организации. И в сессионном зале, и в кулуарах активно спорят, вернут ли российской делегации право голоса в ПАСЕ и участие в руководящих органах. Комиссия ассамблеи поддержала предложение вернуть, сообщил глава Комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Алексей Пушков, передает ТАСС. В своем твиттере политик написал, цитата, «Наши противники в бешенстве. Проиграв в мониторинговом комитете, где их атака на Россию захлебнулась, они готовят новую на заседании завтра». Напомню, право голоса в ПАСЕ российских парламентариев лишили из-за событий в Украине. Было это в апреле прошлого года. Алексей Пушков также сегодня повторил, что Россия не считает вооруженные формирования на Донбассе террористическими и в который раз озвучил позицию, что российских войск в Украине нет. Эти люди не террористы. Если бы они были террористами, вы бы слышали о терактах в городах Украины. Но этого не происходит. В украинских городах нет терактов. Российского вмешательства на Украине нет. Если бы оно было, украинское правительство смогло бы предоставить доказательства. Но таких доказательств нет. И мнение другой стороны. Наш корреспондент в Страсбурге Кенан Алиев встретился с членом украинской делегации в Ассамблее, депутатом Верховной Рады Сергеем Соболевым. Вчера, вы знаете, наверное, более 70 членов парламентской ассамблеи, хотя мы требовали всего 30 тех, кто нас поддержит, четко заявили, что они не признают полномочия российской делегации, их оспаривают. Благодаря этому мы получили возможность завтра рассмотреть полномочия российской делегации. Все предыдущие резолюции относительно России, и когда их лишали права голоса, это была ситуация, связанная только с оккупацией Крыма. После этого ситуация значительно ухудшилась. Наконец-то мы получили правдивый голос международной институции, такой как Парламентская ассамблея Совета Европы, который прозвучал сегодня при обсуждении доклада по гуманитарной катастрофе, где четко заявлено, что главный виновник – это российский агрессор, а завтра будет голосование по тем или иным санкциям относительно российской делегации. И тем временем российские депутаты в ПАСЕ поддержали решение Ассамблеи об освобождении украинской летчицы Надежды Савченко, находящейся за решеткой в России. Хотя еще буквально за несколько часов до этого решения Москва выступала категорически против освобождения, сообщили в интервью нашей программе украинские парламентарии. Один из депутатов Украины в Ассамблее, нардеп Верховной Рады Сергей Власенко, в интервью программе «Настоящее время» сказал, что не верит заявлениям своих российских коллег. В преддверии голосования по вопросу о возвращении полноценного права голоса Российской Федерации они могут начать обещать все, что угодно. При этом вопрос Савченко для них с точки зрения глобально-стратегической он не является настолько важным. Да, это вопрос сохранения лица для правоохранительной системы Российской Федерации, но в данном случае я не считаю это кардинальным изменением позиции. Напомню, Надежда Савченко является членом украинской делегации в ПАСЕ, поэтому обладает международным иммунитетом. Между тем, активисты разных стран вышли на улицы своих городов, чтобы поддержать украинскую летчицу и других российских политзаключенных. Екатерина Кочкина подробнее. В понедельник адвокат Савченко Марк Фейгин в открытом письме президенту России Владимиру Путину отметил, что, несмотря на представленные стороной защиты доказательства невиновности Савченко, она до сих пор находится под арестом. Во многих городах мира прошли акции в поддержку украинской летчицы, которая уже 45 дней продолжает голодовку в российской тюрьме. В Харькове возле Генерального консульства Российской Федерации около 100 человек потребовали освобождения Надежды. Мы ожидали, что, в общем-то, российское правительство
в рамках международного права освободит Надежду от уголовного преследования и позволит ей исполнять свои обязанности, порученные Верховной Радой Украины. Ничего с этим мы не можем поделать, поэтому только таким образом, я считаю, обычный народ может показывать свою позицию, показывать, что он есть, что ему не наплевать. Несколько десятков активистов Пражского Майдана вышли на центральную площадь столицы Чехии с портретами Надежды Савченко и Олега Сенцова, заключенных в России. Активисты требовали освободить пленных, пели гимн Украины и собирали подписи под петициями против президента Чехии Милоша Земана и вооруженной агрессии России. В Нью-Йорке активисты прошли по улицам города с маршем поддержки. Между тем, в Москве на Лубянской площади участники акции были задержаны. Свободу Надежде Савченко! Свободу Надежде Савченко! Екатерина Кочкина, Александр Касаткин. Настоящее время. Тем временем ОБСЕ обвинила боевиков Юго-Востока Украины в блокировании работы ее миссии на Донбассе. У меня цитата. «Сепаратисты не допускают нас в приграниченные с Россией районы. Вместо этого они часто пропускают наблюдателей ОБСЕ лишь туда, куда им выгодно. В результате мы рискуем тем, что наша миссия будет использована в качестве инструмента пропаганды», говорит генсек ОБСЕ в интервью «De Welt», отмечая, мы фактически взяли на себя миссию голубых касок, не имея для этого достаточных оснащений. О чем говорили сегодня по ту сторону океана. Далее эфир из Вашингтона. Коллеги. Сергей, спасибо. Совет безопасности ООН провел в понедельник внеочередное заседание по поводу обострения ситуации в Украине. Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман посетовал, что многократные призывы к проявлению сдержанности и защите мирного населения не были услышаны. Мариуполь находится за пределами непосредственной зоны конфликта. Из этого можно сделать вывод, что тот, кто выпустил эти ракеты, сознательно обстреливал мирное население, что является нарушением международного законодательства. Мы должны четко дать понять, ответственные за это будут наказаны. Постоянный представитель Литвы в ООН Раймонда Мурмакайти назвала события в Украине самым кровавым моментом в Европе со времен Балканской войны и отметила, что пока Россия придерживается нынешнего политического курса, у Украины нет шансов. Я задам эти вопросы еще раз. Каким образом группа незаконных боевиков усиливают атаки, продолжая завоевывать новые территории и угрожая атаковать на 3 фронтах? Каким образом группа незаконных боевиков, не обладая внешними торговыми связями, доходами или бюджетом, обзавелись сотнями бронированных боевых машин, артиллерийских установок, всеми этими точками У, градами, ураганами и буратино? Как они могут позволить себе современные танки, каждый из которых стоит как минимум $4 миллиона? Как могут сотни российских солдат погибать на украинской земле, если их там нет? В свою очередь, посол США в ООН Саманта Пауэр заявила, что Россия держит международное сообщество за дураков, тогда как постпред России Виталий Чуркин призвал Вашингтон прекратить потакать киевским ястребам. К сожалению, мы снова здесь собрались, поскольку Россия и сепаратисты в очередной раз нарушили договоренности. Цели нападения новые, но конечные цели России не изменились. Захватить больше территорий и передвинуть линию подконтрольных территорий все дальше и дальше в Украину. Между тем, на брифинге в понедельник пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки опровергла слухи о нахождении американских военнослужащих на территории Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе назвал заявление президента Путина о легионе НАТО нонсенсом. Заявление о легионе НАТО в Украине – нонсенс. Нет никакого легиона НАТО. Иностранные войска в Украине – российские войска. В этом и проблема. На Западе продолжают обсуждать вопрос предоставления летальной помощи Украине. Будет ли она способствовать скорейшему разрешению конфликта или, напротив, усугубит ситуацию? Комментарий историка и публициста Юрия Фельштинского. Не сразу было ясно, насколько Украина готова сопротивляться и способна сопротивляться, потому что Крым был сдан Украиной настолько молниеносно,
что еще один сигнал Путину был послан как бы неправильный. Путин понял так, что и Европа готова сдать Украину, и, в общем-то, Украина готова сдаться. На самом деле, вот сейчас, по прошествии уже 10 месяцев, 11 месяцев после начала этого конфликта, понятно, что Украина не собирается сдаваться. И те 5000 человек, которые пока что погибли на востоке Украины в результате российского вторжения на восток. И я как бы сразу хочу, знаете, отмести все вопросы про то, кто вторгся, вот действительно ли это российские войска. Это действительно российские войска, это действительно российское вооружение, это как бы российские солдаты, которые пересекают границу как бы каждый день, боеприпасы, которые переправляются каждый день. Да? То есть это война. Да? Это война, которая уже начата, и нет никаких указаний на то, что Россия собирается эту войну как бы прекращать. Да? Наоборот, все... В понедельник в Бронксе ФБР арестовало предполагаемого агента службы внешней разведки России Евгения Бурякова. Как сообщается на официальной странице ФБР в Твиттере, был задержан шпион из России, который входил в сеть по сбору экономических разведданных и вербовал жителей Нью-Йорка. Обвинения были предъявлены также Игорю Спорышеву и Виктору Подобному. Оба они в настоящее время находятся за пределами США и не были арестованы. И с нами на связи наш нью-йоркский корреспондент Михаил Гудкин. Миша, чем именно занимался в Нью-Йорке Буряков? По мнению ФБР, по официальной информации, он является заместителем представителя Внешэкономбанка в Нью-Йорке. Добрый день, Юлия. Да, действительно, сегодня Внешэкономбанк подтвердил, что Евгений Буряков действительно занимал, или, может быть, по-прежнему занимает пост заместителя представителя банка в Нью-Йорке. Внимание Федерального бюро расследований Буряков привлек тем, что он, по мнению американских правоохранительных органов, занимался в нарушении закона сбором информации экономического характера в сотрудничестве с российскими дипломатами, которые на самом деле являлись агентами службы внешней разведки, и занимался также вербовкой жителей Нью-Йорка для работы на разведку Российской Федерации. В документах, которые были опубликованы правоохранительными органами, содержатся ссылки на телефонные разговоры между Буряковым и его подельниками, а также разговоры между агентами службы внешней разведки России, которые были записаны, как утверждается ФБР, в Нью-Йорке, в офисе, в представительстве этой организации. Где находится этот офис, мы не знаем, но, тем не менее, интересен сам факт того, что такие записи имеются в распоряжении ФБР. Приводится несколько случаев, несколько эпизодов из деятельности Бурякова. В частности, ему вменяется в том, что он пытался получить, возможно, информацию о методах дестабилизации финансовых рынков, о том, что он якобы пытался завербовать двух студенток одного из нью-йоркских вузов для работы на российскую разведку. И также ему вменяется то, что он получил документы с грифом «для служебного пользования», которые якобы были подготовлены федеральным правительством США и касались введения санкций против российских компаний. Правда, тут нужно отметить, что эти документы Бурякову предоставил конфиденциальный информатор ФБР, и, возможно, на самом деле это не были секретные документы. Стоит отметить также, что обвинения, которые были предъявлены и Бурякову, и двум его сообщникам, которые уже находятся за пределами США и в любом случае пользовались в США дипломатической неприкосновенностью, эти обвинения не связаны со шпионажем. Их обвиняют в том, что они осуществляли деятельность в пользу иностранного государства на территории США, не зарегистрировавшись в качестве иностранных агентов. И, в частности, это касается Бурякова. Слушание по его делу назначено на 9 февраля в Нью-Йорке.
Миша, спасибо. Я лишь добавлю, что в случае признания вины Бирюкову грозит до 15 лет лишения свободы. Это был наш корреспондент Михаил Гудкин из Нью-Йорка. Более подробно о российской шпионской сети читайте на сайте «Голоса Америки», а мы передаем слово Праге. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945-го советские войска освободили концлагеря близ Освенцима, территория нынешней Польши. Бывшая узница лагеря смерти Аушвиц, известного как Освенцим, рассказывает о своей жизни. Жизни, которую спасла бюрократическая ошибка нацистов. Освенцим по-прежнему страшное место. Он был построен для совершения массовых убийств, и более миллиона человек здесь погибли. Но выжившие могут рассказать о том, что здесь происходило. Среди них Дагмар Либлова. Она на фотографии с матерью и сестрой, сгинувшими в лагере смерти. Мне было около 15, и я не могла представить, что все это закончится, что я увижу что-то еще, кроме бараков и колючей проволоки, что я увижу когда-нибудь дерево или траву. У Дагмар были все основания полагать, что она также окончит жизнь в крематории Освенцима. Ведь вскоре после того, как ее доставили туда, и дядя, тетя и их ребенок умерли в газовых камерах. Дагмар спасла случайность. Нацисты составили список работников 16-40 лет для отправки на работу в Германию. Имя Дагмар было в списке, поскольку ее годом рождения вместо 1929 был указан 25-й. Эта ошибка, что кто-то написал 5 вместо 9, спасла мне жизнь. Стоял поезд, мы вошли в него, он тронулся, и мы не могли поверить, что мы покидаем Освенцим. Как многие другие, семья Дагмар погибла. Дагмар провела остаток войны на работах в Гамбурге, и только однажды, 20 лет назад, она приехала в лагерь вновь и больше никогда не вернется. Освенцим – кладбище для моих родителей, сестры, почти всех родственников. Сразу все вспоминается. Я не вернусь туда больше. Слишком тяжело. Освенцим теперь музей, напоминание о бесчеловечной жестокости нацистов, но жизнь Дагмар – свидетельство устойчивости и силы человеческого духа. 70-я годовщина освобождения Освенцима. В музейный комплекс, расположенный на месте концлагеря Аушвиц-Биркенау, прибыли лидеры европейских государств. Владимир Путин на мероприятие не прилетел, сославшись на занятость. Хотя ранее в медиа появлялась информация, президент России не поедет в Польшу из-за того, что его не пригласили должным образом. Россия не отправила на памятное мероприятие и своих граждан, бывших узников Освенцима, рассказал в интервью нашей программе политический обозреватель из Москвы Сергей Пархоменко. По его словам, живущие ныне в России узники, которым все-таки удалось поехать, сделали это при поддержке Всемирного еврейского конгресса. Это годовщина, этот юбилей освобождения Освенцима, он был признан особенным. В тот момент, когда только начиналась подготовка к этому мероприятию, еще в начале прошлого года. Особенность заключается в том, что, по всей видимости, это последний юбилей, в котором могут принять участие живые узники Освенцима. Ну, просто арифметически, если посчитать. И здесь, на самом деле, возникает второй важный вопрос. Гораздо более важный, чем вопрос о том, едет или не едет Путин. Вопрос о том, а где... те граждане России, которые пережили Освенцим. С того момента, как стало ясно, что Путин не едет, немедленно все чиновники успокоились. И в Министерстве иностранных дел, и в Министерстве культуры, и в администрации президента, и вообще в целом в правительстве. Никто этим не занимался. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило валютные рейтинги России до мусорного уровня. Рейтинг страны, оценка вероятности дефолта в перспективе. Это важная информация для инвесторов и кредиторов. А вот как может измениться жизнь рядовых граждан страны после таких рейтинговых падений? Об этом мы спросили директора Института стратегического анализа ФБК, экономиста из Москвы Игоря Николаева. На людях это отразится вообще через
общее ухудшение состояния дел в экономике. Это не значит, что уже сегодня, завтра все обрушится. Но привлекать капитал, деньги на рынках нашим компаниям станет еще сложнее. Что значит труднее привлекать деньги? Это значит, меньше денег у компаний будет для развития, меньше инвестиций. Но если будет меньше инвестиций, значит меньше возможностей для развития производства, значит снижение или консервация в лучшем случае объемов выпуска продукции. Это значит зарплаты не растут, а то и снижаются увольнения работников. Реакция Москвы на сообщение Standard & Poor's не заставила себя ждать. Рейтинги эти все, очевидно, это политический инструмент в чистом виде, заявляет премьер-министр России Дмитрий Медведев, призывая задуматься о механизме формирования этих рейтингов. 10 дней назад другое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг гособлигаций России, отметив при этом, что показатель и дальше может быть понижен до спекулятивного уровня. И третье крупное международное агентство Fitch в начале января также не порадовало Россию долгосрочными показателями. Судя по таким данным, присоединенный Крым никак не помог России достичь экономических успехов. Напротив, сеть магазинов, торгующих продуктами с полуострова, открылась в Москве. По словам владельца сети, российского предпринимателя, покупатели в восторге от свежих морепродуктов, овощей, фруктов и хорошего вина. Однако сам бизнесмен говорит об этом без особой радости, признается, столкнулся с массой проблем. Это и транспортировка товара, и слабость крымской промышленности, и угроза попасть под санкции. Репортаж Рейтер, Мария Яблонская. Продуктовый магазин «Крымское подворье» в Химках под Москвой. Покупатели спешат с самого утра. На прилавках рыба, морепродукты, овощи, фрукты и вино, привезенные с полуострова. Российский предприниматель Денис Киселев в январе уже открыл 2 магазина и планирует расширяться. Мне хотелось из этого проекта сделать что-то особенное. В первую очередь создать такой маленький уголок Крыма. По словам продавцов, мясо и рыбу сметают за несколько часов. Вот, например, мы там хамсу взяли, груши взяли, потом до этого брали там эту вот рыбу, ну все изумительной вкусноты. Местные жители говорят, что цены их устраивают, а качество продуктов отменное. Ну, фрукты люди будут, мне кажется, брать потому, что здесь все-таки, хотя бы потому, что запах есть от яблок. И груши такие пахнут. Поэтому я думаю, что лучше взять вот эти яблоки. Если, конечно, цены не задерут. Денис Киселев рассказывает, что сейчас строит еще 3 торговых павильона, несмотря на то, что столкнулся с большими трудностями. Летом он потерял около 8 миллионов рублей из-за того, что скоропортящийся товар можно перевозить только через паромную переправу. Все стухло, не доехав до Москвы. Он также опасается попасть под санкции, которые касаются всех, кто ведет предпринимательскую деятельность в Крыму. Ведь для Запада это непризнанная территория. Наконец, одна из главных трудностей – слабость крымского хозяйства и промышленности. Денис говорит, что мог бы открыть до 100 торговых точек в Москве и области, но в Крыму сейчас производится лишь 3-5% от объемов советских времен. И заполнить полки магазинов пока что нечем. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Юлия, эфир ваш. Как и во времена Холодной войны, за последний год в американских вузах зафиксирован рост интереса к России и к ее недавней истории. «Слова и музыка несогласных» – так называется выставка в библиотеке университета Джорджа Вашингтона, посвященная самиздату и подпольной советской рок-музыке. Репортаж Александра Панова и Дмитрия Шахова. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Словно все возвратилось назад, и этот поезд снова в огне. Марк Йоффе, куратор выставки, посвященной музыкальному самиздату, советскому андеграунду, запрещенным бардам и рок-группам, отмечает, что многое сегодня, 30 и 40 лет спустя, звучит актуально. Песни Галича, Гребенщикова, тексты Кормильцева. А Владимир Высоцкий, кажется, никогда не терял актуальности. Американские студенты с удовольствием слушают русский рок, говорит Йоффе, но сначала им надо объяснить исторический контекст. Со студентами это такая штука. Пока им не объяснишь, почему это интересно, они сами не обратятся к этому. Потому что сам по себе русский рок, он мало привлекателен для западного студента. Через 2 недели я буду читать лекцию истории русского рока в классе у нас в Джордж Вашингтон университете, посвященному диссидентскому движению во всем мире.
Казалось бы, что общего между выпусками диссидентской хроники текущих событий, кассетами Высоцкого, который никогда официальным диссидентом не являлся, первыми рок-журналами и записями групп до перестройки и гласности, выступавших только на так называемых квартирниках и в клубах на окраинах больших городов. Дух подлинности, дух свободы. Люди это чувствовали. В те годы барды и рок-музыканты установили особую связь со своими слушателями. Все было другое. Одежда, тексты, голоса. Они испугали власти, поэтому на концертах сидели агенты спецслужб. За бардами и рокерами велась слежка. Власти пытались их не пускать, но понимали, что полностью остановить это движение они уже не в силах. А кто у вас любимые русские авторы и музыканты? Я люблю Окуджаву и Высоцкого, из современных композиторов Губайдулину, а из рока, конечно же, группу «Кино». Марк Йоффе в Америке с 1978 года. Бывший советский хиппи выпустил в Латвии первый рукописный рок-журнал на русском языке в сентябре 1974 года в формате обычной школьной тетрадки. Оказывается, что его добрый приятель, самый известный российский журналист, писавший о роке, Артемий Троицкий, здесь на выставке его книги, выпустил самодельный журнал на русском еще в 1969-м. Но это было в Праге, где родители будущего рок-критика работали в журнале «Проблемы мира и социализма», а в СССР первым был «Без жмогаз». Почему журнал для колхозников? Это такой детский, школьный, юношеский стёб, потому что колхозники очень далеки от проблем рок-н-ролла, которые обсуждаются в этом журнале. В первом номере сообщалось о смерти Джимми Хендрикса и обозревались любимые альбомы. В советской Латвии достать фирменные пластинки было легче, чем в других частях Союза. На выставке, ставших документами перестройки, легендарные пластинки Гребенщикова и «Звуков Му», выпущенные на Западе, и самый первый сборник «Красная волна», в котором американка Джоанна Стингрей познакомила свою страну с ленинградским роком. Когда-то они были действительно вместе. Сегодня война в Украине, Крым и другие политические вопросы развели их в разные стороны. Гребенщикова и Кинчева, Макаревича и Сукачева. А голос музыки протеста снова почти не слышен. Ватников хватит на все города. Погром. Так характеризует нынешнее состояние российского рока куратор выставки Марк Йоффе. Но, как верно отметил его студент, полностью остановить эту музыку никакие власти не в силах. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Специально для настоящего времени. Вашингтон. Мощный снегопад обрушился на северо-восток США. По сообщению Национальной службы погоды, снежный буран внес коррективы в планы более 40 миллионов человек. С подробностями из Нью-Йорка наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Для Нью-Йорка снежный шторм Джуна стал чуть ли не временным концом света. Общественный транспорт не работал, большинство нью-йоркцев не пришли на службу, а владельцам частных автомобилей было запрещено выезжать на улицы города. Еще с вечера понедельника в городе не было ни души. Хотя нью-йоркцев испугать непросто, но к пророчествам властей они прислушались. А власти во главе с мэром города Биллом де Блазио обещали самый сильный снегопад за всю историю Нью-Йорка – до метра снега в Центральном парке. В городе мобилизовано почти 2000 снегоуборочных машин. Мосты, тоннели и хайвеи, ведущие в Манхэттен и другие районы, закрыты еще с вечера. Если частный автомобиль выезжал на дорогу без особой надобности, водители могли оштрафовать на $300. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в штате чрезвычайное положение. Полки некоторых продуктовых магазинов совершенно опустели и были похожи на советские прилавки периода застоя. Нью-йоркцы запаслись хлебом и молоком до мая. В интернете появилась информация, в каких магазинах можно купить алкоголь со скидкой, чтобы не скучно было коротать наступивший ледниковый период. Снежная непогода распространилась на 7 штатов на восточном побережье США. Чрезвычайное положение было объявлено также в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Была мобилизована Национальная гвардия. Готовились к худшему. Мэр де Блазио, помня о разрушениях и потерях урагана Сэнди, заявил, что из-за матери природы мы опять оказываемся в экстремальной ситуации. Однако уже рано утром во вторник стало понятно, что снежного Армагеддона не будет на этот раз.
Национальная метеорологическая служба заявила, что прогнозы оказались не совсем верными. Снега выпало много, но не рекордное количество. Снегоуборочные машины без труда делали свою работу. На улице города было пустынно, но ураганный ветер не сносил с ног прохожих. Хотя школы и университеты во вторник были закрыты и город был абсолютно пустынен, стало очевидно, что самым сильным снегопадом в истории Нью-Йорка Джуна стать не суждено. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев, Михаил Гудкин. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.